Родился я в Томске, а 6 месяцев от роду меня привезли в Якутию. Вот. Мне было 6 месяцев, а папа по распределению после института, он был геодезистом из Томска, в общем, привезли в 6 месяцев меня. Сначала в Алдане жили, вот. А отец в экспедиции работал, в геодезической партии работал. Потом уехали в Сангары, там жили. Вот. А в 1977 году приехали в Нерюнгри. Вот с 1977 года в Нерюнгри. Это вам сколько лет было? Сколько лет? В 1977 году мне было 10 лет. То есть 11, вы помните, да, 11. вот этот старый город? О, конечно, помню старый город. Где вы там как жили? Жили мы на Комсомольской, сразу мы жили на Комсомольской. Первые деревяшки пошли. Вот, мы жили с подселением, маленькая комнатушка была, 5 человек. Нас, вот, папа с мамой, сестренка, я и бабушка. Вот, жили мы в маленькой комнатушке, которая в 2 раза меньше, наверное, вот этой комнаты, кухни. Ну, жили нормально, жили. А в старый город ездили на пазиках по старой дороге. Вот, это было, конечно, целое приключение. Вот, потому что там был кинотеатр, там жизнь кипела, 7-й микрорайон, там вообще все было. Вот туда ездили мальчишками. А учился в 3-й школе. 3-я школа сначала была деревянная на Комсомольской. Там сейчас 5-этажка стоит. Вот на месте этой 5-этажки была деревянная 3-я школа. Потом построили каменную 3-ю школу. Это был, конечно, дворец. Вообще 3-я школа была лучшей в Якутии. Вот, самая оснащенная, самая комфортабельная, самая. Вот. Тогда 3-я школа гремела на всю республику. Папа у меня работал в Якутуглестрое, в комбинате Якутуглестроя. Он в порткоме работал, Якутуглестроя. Вот. Мама работала в санэпидстанции. Когда учился в школе, это в конце 70-х, в начале 80-х годов от школы часто отправляли в какие-то поездки, то спортивные. В общем, олимпиады, там что-то выиграл, там просто. И ездить особо не хотелось, это было как бы немножко в нагрузку такое, заставляли. Ездил, вот в классе, наверное, в 7-м, ездили от школы человек 15-20, наверное, у нас школьников, ездили в Нюрба, Эльгяй, Тайбахой, Сунтары. Вот все каникулы, зимние каникулы вот провели вот у ребят тех поселков. Тогда это было далеко, конечно, но что-то все и на самолетах летали, и все было обеспечено. Вот так. А в детстве чем увлекались? Кружки, секции? Ой, чем я только не увлекался. И боксом увлекался, и лыжами увлекался. Тогда беговые, горных лыж тогда не было, я даже о них вообще и не знал. Вот, очень популярно было беговые лыжи в школе. Классом постоянно мы ходили, до субботы, в воскресенье, на беговых лыжах в лес. Всем классом ходили. Это как бы не учебно, не обязательно, но вот у нас было такое увлечение. Вот. На кружок умелые руки, что-то художественное такое, в общем, всякие поделки, рисовали там что-то. Кружков много было. Папа вообще, он с молодости писал, он и стихи писал, но писал это все как бы в стол. Вот я помню, еще маленький был, а он стихи сочинял, писал и вот мне рассказывал. Это как на ночь вроде. Вот мне такое впечатление, что у него просто это из головы вот так легко бралось, вот экспромтом. Вот. Писал стихи. Вот. А когда работал в тайге, у него полевые дневники были. Вот он записи делал. Уже когда в возрасте был, все вот эти свои полевые записи, он вот на основе этих полевых записей он писал книги. А стихи про что были? А Любовь? стихи, они скорее такие повседневные. Много было детских стихов.
там про серое ушко, зайчик серое ушко, там, вот моя любимая тема была. Это как сериал в детстве. Вот, папа, вот про серое ушко, про зайчика серое ушко расскажи. И вот он что-то по ходу сочинял, придумал, вот все это в стихах было. Вот, ну, как бы это было не, как, не профессионально, ну, чисто вот такое любительское. Вот, а уже в возрасте он издал 3 книги. Это таежные в основном, работа его в геодезических экспедициях. Вот, Тяньшань, Алданский район, Зейский район. Все, ну, в общем-то, такие места здесь рядом, знакомые, близкие. А фотографией я начал заниматься в 1975 году, когда мне папа подарил фотоаппарат Смена 8М. Вот, полнокадровый фотоаппарат Смена 8М. Но это был тогда самый простой. И вот с тех пор стал фотографировать. У папы был «Зенит», ну, он меня учил, как вместе мы с ним сидели в темной комнате, проявляли, печатали фотографии. Вот с тех пор. Ну вот фактически пленочная фотография в студенчестве фотографировал. Потом цифровая пошла фотография. Ну, как бы на уровне таком событийном, что ли. Семья, там какие-то семейные мероприятия, события, там путешествия, какие-то поездки. В общем, подход такой был совершенно. Просто вот оставить, зафиксировать эти события. А ну, гораздо позже, может быть, лет несколько назад, мне как-то более серьезно стало это, более серьезно стало относиться к этому. Мне нравится фотографировать. Иногда очень нравится фотографировать спорт, горные лыжи. Младший сын у меня катается на горных лыжах, и я его фотографирую. И вот, в общем, экшен, скорость. Ну, 12 с половиной, 13 лет назад, мне было 2,5 года, и он поставил мне, я плакал очень, я не хотел кататься, но потихоньку привил мне это, и сначала за веревочкой катался, он привязывал себя ко мне, а потом уже все, сам начал кататься. Все, чем он занимался на протяжении своей жизни, он мне по сей день прививает. Это, ну, он мне на ролики поставил. Ну, вообще-то дальше с этого пошли, ну, и мои увлечения, там, скейтбордом я занимаюсь. Чем еще? Ну, коньках я катаюсь, он тоже это привил мне, я на хоккей ходил раньше. Папа – это папа, он и подзатыльника может дать. И, ну, я люблю папу, я не знаю, как, он всякий. Любовь к путешествиям возникла, она вот, скорее всего, от папы и возникла. Потому что, когда жили в Алдане, вот первые мои воспоминания детства, много ходили за грибами, за ягодами, жили рядом с Радиогорой, там, где сейчас лыжный стадион в Алдане. Вот на лыжном стадионе прошло мое босоногое детство. Вот там все играли с мальчишками. Вот, мое первое воспоминание, такое, одно из первых воспоминаний, это идем по лесу, и я сижу в рюкзаке у папы за спиной. Вот, видимо, я уже умотанный был такой, что он меня посадил в рюкзак, и вот так нес. Это сколько мне лет было, я сейчас сложно сказать, но вот, наверное, очень много по лесу. Вот, ездили в лес, пешком ходили, ну тогда это и грибы, ягоды, вот, ну и просто вот, дух исследования, что ли. Когда учился в институте, я занимался в секции альпинизма. Вот. И в Иркутске это было, ходили на пик Черского, в Саяны ходили, там, по скальникам лазили. Вот. Но после армии я вернулся в институт, но вот альпинизмом не возобновил заниматься. Как-то вот, ну, по-другому стало в жизни. Но интерес к этому, видимо, где-то в глубине души оставался. Вот. И уже гораздо старше, вот, с детьми, с Ильей, Сашу, так и вообще я его маленького буквально там с 2-3 лет начал таскать
в горы, в походы. Вот, у нас в Саянах мы там 6 суток ходили по горам, ни связи нету, там ничего. Ребенку было, сколько ему лет-то было? 9 лет ему было. Вот 6 суток в палатке, по камням, по перевалам вот, ходили. Вот потом, что у нас было? Потом в Монголии мы восхождение на самую высокую вершину Саян, Мункус-Ардык. Самая высокая вершина восточных Саян. Вот, это Хамардабан, отроги Хамардабана. На 3,5 километра мы с ним поднялись. Ему было 11 лет. Вот. Это со стороны Монголии. Это у нас уже целая экспедиция была. Мы долго вынашивали эту идею. Вот, и все у нас получилось. Вся логистика. То есть это надо было в Монголию приехать, и там погранзона, то есть пропуска, все это, ну, в общем, организационные такие вопросы. Вот, и гора там, она не сложная, но подъем долгий, такой затяжной. В общем, ну, зашли. Что касается Мункус-Ардык, я первый раз о нем узнал, когда поехал в Монголию на мотоцикле. Вот. А Мункус-Ардык находится на границе России и Монголии, недалеко от погранперехода Монды. Вот. И эту вершину видно с дороги. Она вдалеке, а там большой ледник, там как бы небольшой такой типа цирка. И вот линза ледника, она сверкает на солнце. Сверкает на солнце. Вот ехал и постоянно смотрел на нее. Вот. В Монголии там, пока находился, там расспрашивал. Потом в Иркутске с ребятами, альпинистами разговаривал. Ну вот как-то вот эта идея и появилась. Вот Саше рассказывал, фотографии показывал, видео показывал. В общем, ну загорелись мы этой идеей. Вот, ну, получилось. Ну вот, друзья, мы покорили эту вершину, Мункус-Ардык, 3,5 километра. 3,491. Вот, мы сюда все-таки забрались. Вот здесь в компании наших горных друзей. Вот, с Иркутска и Владивосток, Настя с Владивостока. Вот, а вокруг такая красота, неописуемая. Вот, стоило, конечно, мучиться столько, чтобы здесь оказаться. А вон там уже Россия, вот это уже Россия. Вот там мы забирались, нам туда надо опять возвращаться. Саша, он не просто поддерживает, он рвется в горы. То есть первые наши походы, серьезные походы вот в Саянах, когда мы на Шумакский перевал ходили, вот, он себя очень достойно вел. То есть для ребенка это испытание довольно-таки серьезное. И каменные тропы, и рюкзак, и там все это как бы бытовые, так скажем, лишения, все это он нормально, легко переносит. Ему это понравилось, и вот он как бы хочет. На Эльбрус пошли, вот, компанией у нас было, но меня подвело здоровье, мы только наполовину забрались, и у меня коленка стрельнула, можно сказать, заклинило. Вот, пришлось спускаться, до вершины не получилось подняться. Ну вот, он, вот этот Эльбрус, у него все, он, во-первых, видео смотрит про этот Эльбрус, и у него этот Эльбрус маячит в голове, в мечтах. То есть не получилось, но это получится. То есть он уверен, что все это будет. Вот, Эльбрус, Эверест, большие горы. Я его просто с собой таскал, и все. Вот, ну не то, чтобы я не спрашивал желания.
Ну, как бы оно и видно, желание. То есть ребенок хочет. В 2 года я его поставил на горные лыжи. В 2 года. Он не понимал вообще, что это такое. Вот. Потом вкатился, и все, что касается скорости, экстрима, ну вот ему это нравится. Поехали! Поехали! Поехали, поехали! Привет бабушке, Артемке и Саше Потапову А еще кому? и тете Наташе. Куда мы поехали? Что? Мы куда поехали? На гору. Кататься на лыжах. Нормально? Ну вставай. Прежде всего, мой папа – это невероятно увлеченный человек. На протяжении всего того времени, что я помню себя, начиная с самого раннего возраста, я знаю, что мой отец постоянно чем-то увлекался, будь то горные лыжи, мотоциклы, ну и все такое прочее. Собственно говоря, и меня на эту гору сюда, на Высотник, на Брусничку он привел в 2003 году. Мне было 12 лет. Я тяжело вставал на лыжи, у меня не шибко это получалось, но когда начало получаться, я сказал фразу, я помню ее до сих пор, что, папа, горные лыжи это круче, чем компьютерные игры. Наверное, когда такое говорит 12-летний ребенок, это, что-то да значит. Поэтому, да, я, конечно, очень благодарен своему отцу за то, что он меня познакомил с этим прекрасным местом, с этими прекрасными людьми, и вообще показал, что вот такой экстремальный спорт, он очень классный. Папа умеет готовит прекрасный, великолепный плов. Летом, когда мы выбираемся куда-нибудь на природу, у него всегда с собой казанчик, специальная подставка под казанчик. Ну да, где-нибудь сидя на берегу реки, например, на берегу Чульмана, мы за несколько часов готовим плов, у папы он получается просто восхитительный. Отец для меня это такой морально-нравственный ориентир, да, я стараюсь равняться на отца, конечно. На мотоцикл сел. Мотоцикл был, конечно, в юности, потом после падения на много лет с мотоциклом завязал. Машины были распространены больше, мотоциклы как-то нет. А по прошествии уже лет много, где-то лет 40 мне было, с Сашей мы ездили в Марокко, я там взял байк, и мы там путешествовали по окрестностям, в общем, Агадира. Забирались в такие глухие места, где туристов вообще не водит никак. И эта свобода, что ли, передвижение, доступность, можно поехать везде, и как-то так вспомнилось с молодости эти ощущения. Все, приехал сюда, я купил мотоцикл. И все, с тех пор и езжу. Мы как-то имели неосторожность приехать с Владивостока поработать в Нерюнге. И здесь остались. Нам здесь понравилось. Здесь все замечательно. Соответственно, мы мотоциклисты, познакомились с местными мотоциклистами. Андрей был в клубе «Северный ветер», по-моему. Так и познакомились. По месту мы здесь всегда катаемся вместе, когда он тем более эндурика взял мелкого последние 2 года. Катаемся. По тайге по месту всегда выезжаем. А до этого в Хабаровск ездили на открытие сезона вместе. Байкпост — это Андрея тема, я так понял, он его делал. Потому что сам катается, посмотрел, что, это нужная тема, люди едут с разным бюджетом, и те, у кого нет большой бюджет, конечно же, приятно остановиться у друзей, подремонтировать технику, пообщаться. Опять же, для меня, я скажу лично, для меня байкпост — это не то, что там сэкономить деньги, да.
Я не экономлю там деньги. Я, наверное, если на блокпост заезжаю, денег у меня тратится больше, чем я доеду в гостиницу. Потому что там надо притащить, ну, так бывает. Это просто люди, единомышленники, с кем ты катаешься. В 2015 году я поехал первый раз в Благовещенск. Вот. Летом поехал в Благовещенск. Ну, щебенка, грязь. Ну, падал несколько раз. Вот. Ну, как-то это... Ну, не сказать, что это комфортно. То есть, когда есть выбор машины или мотоцикл, и в случае вот с такой дорогой, ну, как-то это... Ну, не особенно это распространено было. Вот. А ну, сейчас многие ездят вообще на мотоцикле далеко. Привет, друзья! Еду по лесам и полям Иркутской области. Красиво здесь, конечно. Еду с мотофестиваля, который проводил Саянский мотоклуб. Здорово провели время, весело, замечательно. В Магадан ездил, на Сахалин ездил, в Мурманск ездил. Вообще, конечно, это идея фикс, но искупаться в разных океанах вот очень хотелось. Был в Магадане, там Охотское море. Ну, не океан, конечно, но все равно выход к океану. Вот там искупался так формально, можно сказать, потому что сильно ты там не покупаешься. Вот, очень холодно. Вот, на Сахалине, там, ну, тоже Охотское море, тоже вода ледяная. Вот, ну, искупался. Вот очень хотелось в Северном Ледовитом. Ну, с Андреем, ну, Александровичем, потом уже выяснилось, что он Александрович. Выяснилось, что его отец, мой коллега, геодезист, который еще и книги пишет. У меня есть эти книги, я читал их. Вот. Как-то вот сижу на базе, едет мужик на 469-м УАЗике такой задрыпанного типа, пробивается через снег там. Подъехал, ну, водитель УАЗика какого-то. Ну, нам пофиг, то, мы должностей никогда на базе не спрашиваем. Ну, приехал мужик, там, хоть водитель, хоть директор, нам все равно. Приехал, значит, и тут умею кататься, я в Якутске катался на лыжах. Ради бога, вот те лыжи, вот подъемник, иди катайся. Уже потом выяснилось, что он не простой водитель УАЗика, а майор БХСС 6-го отдела. Ну, как выяснилось, очень прекрасный человек, дружелюбный, неотказный, прекрасный товарищ. Ну, Андрея Воробьева я знаю где-то, наверное, в конце 90-х, 2000-х, наверное, годов. Просто у нас гаражи рядом на МЖК. А потом встретились здесь на горнолыжке. Так и познакомились. Ну, отзывчивый парень, такой неплохой, добропорядочный. Он поможет своими иногда высказываниями, трезвыми, смотрит на жизнь. Вот. Ну и вообще как человек нормальный. В будущем хотелось бы... Вот всю жизнь прожил в Якутии, но по сути, кроме поселков, промышленных поселков, которые в районе Аяма, я ничего и не видел. Вот, поехав в Магадан, я увидел Восточную Якутию, ну так, то, что трасса Колыма, вот, отчасти. Те названия поселков, деревень, которые я с детства слышал, я увидел. Вот. А хотелось бы, конечно, еще увидеть Западную Якутию. Вот это Вилюйский тракт, Мирный, Ленск, Удачный, вот в ту сторону. А учился я в Иркутском политехническом институте, вот, на горного инженера. Вот, работал в разрезе несколько лет мастером. Вот, потом ушел в милицию, работал опером. В 6-м отделе работал. Вот, пенсия, работа в Нерюнгри энергоремонте, начальником службы безопасности. Ну, в общем-то, так, стандартно. Андрея я знаю около, наверное, лет 6-7. Познакомились мы на таких же спортивных мероприятиях, где он нас с детьми здорово выручал, возил нас, помогал справиться с различными трудностями спортивного характера и всегда нас в этом выручает. Андрея можно всегда характеризовать как человека, который всегда готов оказать помощь, всегда выручит, расскажет, скоординирует и железно можно положиться как на настоящего русского мужика.